С 1 сентября в трудовом законодательстве России будут внесены изменения. Вот какие именно, об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Мария Ерофеева, заместитель директора правового департамента Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Мария Александровна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Мария Александровна, сегодня мы обсуждаем изменения в трудовом законодательстве. Они могут коснуться абсолютно каждого, но какие конкретно это изменения? В Трудовой кодекс, в трудовое законодательство с 1 сентября 2026 года вносятся массовые изменения. Первые изменения коснутся рабочего времени, трудовых договоров, отпусков и гарантий иностранных работников и непосредственно увольнения и сокращения работников. Особое внимание следует уделить превышению лимита сверхурочной работы. Они, в принципе, так и остались 120 часов, но у работодателя теперь есть возможность увеличить их до 240, если это предусмотрено отраслевым соглашением, либо коллективным договором. То есть наши все радости на тематику того, что мы можем увеличить на 240 часов, обратите внимание, только при наличии данного условия в отраслевом соглашении и коллективном договоре. Помимо всего прочего, работодателю потребуется внести дополнительные условия. Это непосредственно ознакомление работника и взятие его согласия на сверхурочную работу. Притом есть определенные ограничения по медицинским заключениям, на которые стоит обратить внимание. Еще одним обязательным условием будет непосредственно ознакомление работника с его правом в виде уведомления, оформленного в письменной форме, на его возможный отказ от привлечения к сверхурочной работе. Все, что работник отработает больше 120 часов, будет оплачиваться в двойном размере. Следующий момент. У нас в данном случае работник будет иметь право на один оплачиваемый дополнительный день диспансеризации или прохождение медицинской комиссии за счет работодателя. Поэтому обратить нужно на это особое внимание при оформлении документов. Следующий момент, который коснется рабочего времени, это обращение работника об установлении неполного рабочего времени. Если ранее работодатель имел возможность просто игнорировать заявление работника, не отвечая на него никоим образом, отложив документ в сторонку, то на сегодняшний день, с 1 сентября 2026 года, работодатель обязан в течение 5 дней рассмотреть заявление работника и предоставить ему ответ. А второе массовое такое вот изменение будет в рамках трудовых договоров. Если ранее у нас лимит по малому и среднему бизнесу по заключению срочных трудовых договоров регламентировался численностью 35 работников, то сегодня эта численность 70 человек, что позволяет на сегодняшний день работодателям заключать срочные трудовые договоры, не забывая о том, что необходимо предоставлять обоснование срочности заключения таких договоров с работниками. Потому что, как мы с вами понимаем, в судебном порядке срочные трудовые договоры, которые либо бесконечно перезаключаются, либо пролонгируются, могут быть признаны судом бессрочными. Поэтому вот к изменениям статьи 59 нужно будет подойти очень-очень аккуратно. Следующий момент, который у нас непосредственно будет затронут в рамках заключения трудовых договоров с работником, это изменение испытательного срока для женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Ранее испытательный срок у нас не устанавливался для работниц, которые имели ребенка до 1,5 лет. Сейчас этот срок 3 года. Но работодатель не имеет законных прав требовать от работника дополнительных документов, помимо предусмотренных трудовым законодательством. А в данном случае расскажите мне, сколько у вас детей, да? А какой возраст? А подтвердите это документами. Как в этом случае быть? То есть работник ведь может злоупотребить этим правом, подтолкнув работодателя на нарушение. А может просто забыть о том, что у него ребенок до 3 лет. А может быть, он никогда не держал в руках Трудового кодекса. То в этом случае я, конечно, рекомендую предусмотреть
уведомления работодателя в локальных актах компании. Это вот все, что касалось изменений по трудовым договорам. Если рассматривать изменения с сентября, с 1 числа по отпускам и предоставлениям гарантий, то с 1 сентября будет разрешен отзыв работников вредных профессий из отпуска. Ранее он был запрещен. Вот. Но только в определенных случаях, при авариях, чрезвычайных ситуациях, вот, и ликвидации каких-либо последствий, то в этом случае, опять же, отзыв работника оформляется только с его письменного согласия. Оплата за эти дни работы производится в двойном размере. Вот. И, соответственно, работник, которого отозвали из отпуска, имеет право на предоставление ему отпуска, который он не догулял, остаточек, в удобное для него время, либо переносом на следующий год, что в свою очередь тоже затрудняет работу с графиком отпусков и непосредственно с корректировкой планов производства и развития бизнеса на период. Следующий момент, который у нас коснулся по отпускам и гарантиям, это предоставление дополнительного дня, оплачиваемого дополнительного выходного дня отдыха. И здесь кому? Пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. И предоставление отпуска без сохранения заработной платы не более 5 календарных дней. И здесь не или, а именно и предоставление выходного оплачиваемого дня и отпуска без сохранения заработной платы не менее 5 календарных дней. Это у нас то, что касается по отпускам и гарантиям. Что касается у нас увольнения и сокращения. То есть у нас расширен перечень случаев увольнения по инициативе работодателя за хищение и порчу имущества. Если ранее увольнение производилось только по приговору или постановлению, то на сегодняшний день по прекращению уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам работодатель имеет возможность расторгнуть с сотрудником трудовой договор по данным основаниям, по статье 81. Вот. Нереабилитирующие обстоятельства, отмечу, что это либо истечение срока, то есть это не признание работника невиновным в совершении какого-либо деяния, а в данном случае истечение срока, амнистия, то работодатель имеет возможность уволить работника, но, соответственно, нужно очень внимательно подходить к подготовке документов, так как работник может использовать свое право и обратиться в суд и быть восстановленным на работе, если мы допустили в документах ошибки. Что касается вопросов сокращения, то у нас добавится в наш списочек специалисты, которые вернулись после военной службы по мобилизации. Они имеют преимущественное право остаться на работе. Это вот у нас по гарантиям и увольнению и сокращению. Достаточно много изменений, да, вот в трудовом законодательстве ожидается? Практически все пункты. Прием – это наш трудовой договор, это наше рабочее время, это увольнение, сокращение, это работа, допустим, опять же, у многих сейчас работают иностранные граждане. Изменились формы уведомления, приема и увольнения иностранных граждан. И вот почему предпринимателям важно взять во внимание эти изменения? В любом случае, для того, чтобы иметь возможность регулировать работу работников в организации, у нас же первыми документами, с которыми знакомится наш работник, являются локальные нормативные акты компании. Это правила внутреннего трудового распорядка, в котором мы в обязательном порядке указываем порядок приема на работу. Это наш трудовой договор, режимы рабочего времени, режимы отпусков, режимы рассмотрения уведомлений. Это наши трудовые договоры с работниками, потому что при тех изменениях, которые на сегодняшний день есть, нам необходимо будет составить дополнительные соглашения. Нам необходимо будет пересмотреть положение об оплате труда, если мы планируем привлекать работников к сверхурочной работе. То
То есть вот такие нюансы есть. Их очень много, этих изменений в трудовом законодательстве. Я думаю, не каждый предприниматель может разобраться, конечно, разберется, но я знаю, что в торгово-промышленной палате запущен бесплатный экспресс-аудит, да, который поможет разобраться в этих моментах. Да, торгово-промышленная палата выходит с предложением именно по проведению кадровых аудитов для помощи и поддержки малому, среднему бизнесу, ну и в том числе крупным организациям при создании пакетов документов. Аудит идет в очень емкой форме, проверяется положение, правила внутреннего трудового распорядка и непосредственно шаблон трудового договора, заключенного с работниками. Все это делается в рамках одного дня. Документы просматриваются, делается, как обычно, аудиторское заключение. По результатам аудита предприятие, соответственно, руководитель ознакомливается с заключением. При необходимости мы даем определенные рекомендации по работе с документами в новых реалиях закона с 1 сентября, что необходимо изменить, что необходимо внести, а также можем оказать помощь и содействие по подготовке документов для компаний. Кто может рассчитывать вот на эту бесплатную экспресс-проверку? Действующие, те, кто уже состоит в ТПП, или в принципе предприниматели региона? В принципе, на такую проверку могут рассчитывать не только члены торгово-промышленной палаты, а мы приняли решение оказать помощь и поддержку всему бизнесу на территории региона. Притом вся информация будет носить строго конфиденциальный характер. И если какие-то данные будут использоваться торгово-промышленной палатой для подготовки методических пособий, рекомендаций по ликвидации нарушений, то только исключительно в обезличенном порядке. Мария Александровна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что с 1 сентября ожидаются очень значительные изменения в трудовом законодательстве. Хорошо бы их знать не только работодателям, но и наемным работникам для того, чтобы понимать, какие у нас есть права. Спасибо. Очень приятно было познакомиться, пообщаться. Спасибо слушателям за внимание. Хорошего дня. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Мария Ерофеева, заместитель директора правового департамента Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.